Күтү күннен күнү доҕотор мен туйаарабын. Уна биир сонуннаахпын. Биһи доҕотторбун кыттары. Саха глобал диэн түмсүү терийдибит. Бу олонньуйга саха тылын күнүгер анааммыт онлайн лекциялары терейбит. Хас өрөбүл айы араас темаларына кэпсэтиэхпит. Онна бу видеолары көрөҥҥү тэһиги баһаалыста суруйттарын, санааҕатын, үллэстиң, тарҕатын. Саха сирин туһунан биһиэхэ туох санаалар кэллэллэри. Биллэрин турана йылҕата, дьоммут, ону тэҥҥэ атын омуктартаныйыттаха бара этэллэр саха киинэтэ диэн. Саха киинэтэ хайдах баар буолбутай. Хаһан бастыкы киинэни көрдөрбүттэрэ. Уонна биһиги билигиэн бу интернет эгетиер олорор дьоннор хантан буоламмыт ол киинилэри көрөбүтүү холобур туспаатын дойдуг олорор буоллахпытынан. Ону тэҥҥэ ойуулуктар. Билиҥҥи кэҥҥэ бу сылтан сыл сахалы ойуулуктар элбээн биһи оҕолорбутугар көрдөрөр ойуулуктар бут элбээбиттиттериттен биһи улус үөрэбит. Ону барда хантан булабыт диэн. Биһи бу итыыны Ирина Энгельстен ыйыттыбыт кини кинопродюсер, она саха кинете андойдугатагар тахсар үлэллир активист, оны төбәйтинен дедетинен бу кинеге тигер үлэллир. Кени оны сөтө бу андойдуга саха кине фестивальларын терьер, оны бихихан хачуйдык бартын кепсәте, оны көрөмүт истиэхкайын, билиэхкайын, ол тигелеринен ахамыт, онна сахалы кинлери ойлуктары көрөккайын. Туяра улахан мақтал ыңырбыккар мигин бу манна бараларын ихиттим наха чуге олох. И как-то даже стыдно, что я не на чистом якутском языке разговариваю. Это как сетабин, өйдүбүн, гынан баран ити арчина үчө бай мастер-класс бирде. Анырыктык интерегергеттим. Оннук сөп эн бээн хайдах баараргынан кэпсиэхан сөп ол хем була кыбыстыбакан хахалы нучалы бааһанайды да биһиэхэ главная информациян кэпсэ да хахала Жахат тация бунарыйым. Онна кэпсирбер нючалы кэпсаңарым тоҕо жетерге. Нючатылын симбир кыбытан беремен олихен лучше на русском буду рассказывать. Так. Всем привет. Со всеми поздоровалась, нет, уже это. Бастатыгар мин бэм туспанан каратык кэпсием. Онтон факты вообще в целом о кино. Хахан сахатылын истебеппет кинага. Хахан сахалы кинелер бастыкы сахатылынан саха ыры хахан истебеппет дегенден курдук. Онна бүтэгер ханна көрөөхө сөбүй саха кинелерин. В общем, мин туспунан мин бэм бэбер икки нация бар. Ием саха, агам латыш. Бэм хотуттан хаджабын. Поселок Черский, Нижнеколымский улус. Но в семье разговаривали всегда нючолык всегда боллахтраде. Мин ием агам. Олегин, он в основном русскоязычное население было. Он эти сахатылын хас сайная бәбер барарелтим. Меңе ханаласка маяга. Он эти аймахтарбын кытта кепседеретим сахалы. Олегин кепседер болбопу. Кино меня всегда увлекало. Я вообще очень люблю кино. Закончила университет в Питере в культуры и искусств, и дипломная работа у меня была по кино, и вообще всегда я любила кино. Потом, получается, после учебы вернулась в Якутск, работала сначала в Арктическом институте, потом работала в Министерстве культуры, курировала кино. И вот в 2013 году, получается, основала Якутский международный кинофестиваль. Перед этим был республиканский фестиваль кино Арктики. Вот, и получается 6 выпусков я, под моим руководством все это было организовано. Также, когда не было возможности проводить Якутский международный кинофестиваль, совместно с Гёте-институтом, с кинофестивалем Докер мы организовали в Якутске международные дни документального кино. Вот, показывали фильмы всевозможные разных стран. Вот. И, получается, потом в 2020 году я ушла в кинопроизводство, была линейным продюсером фильмов «Нютча».
Кончится лето, который вот выйдет, премьера будет и прокат по стране 27 февраля. Работала ассистентом исполнительного продюсера на сериалах. В году уехала я сейчас проживаю в Латвии, и в прошлом году я организовала фестиваль якутского кино в Париже. Немножко такой экскурс вообще в историю кинематографа, да, кинематограф появился в 1895 году во Франции, все вы это знаете прекрасно, 28 декабря братья Люмьер показали свой первый фильм «Прибытие поезда». И вот в этом году мы будем отмечать 130 лет, как у нас есть кинематограф, да. Скажем так, последний вид искусства, который вобрал в себя все, и литературу, и музыку, и все, что связано с культурой, с искусством, кинематограф взял все самое лучшее. Вот. И вот когда первые показы были во Франции, кино стало общемировым культурным процессом наряду с технологическим прогрессом. На следующий год, получается, в 1896 году кино начинают показывать в России. После спектаклей в Москве в нескольких театрах показывали немое кино. Первый показ российского фильма состоялся в октябре 1908 года в Санкт-Петербурге. Вот, и таким образом кино начало распространяться по стране. Тогда еще была Российская империя. В Якутию кино пришло в 1911. Есть очень такой интересный факт, еще почему я сделала фестиваль якутского кино в Париже. Ну, во-первых, то, что кино зародилось во Франции, а второе, это в 1912 году французский путешественник Даниэль Бюссон, оператор Море, создали первые кинематографические кадры Якутии во время экспедиции по реке Лени. Вот. И это можно сказать, что я от этого оттолкнулась и подумала, что у Якутии с Францией очень такая связь. Ну, и в том числе еще, я думаю, что говорят же, что Сахаларга этой французской тыл хайдахаря легче произносить, учить и так далее. Да? Тоходитерге амия маннык тохтар звучание буквалар деха сөбди. Олеген оннукону. Первыми демонстраторами кино в Якутии были, это мы тоже знаем, что политические ссыльные, Пантелеймон Никулин, Василий Приют. В 1911 году Никулин начал показывать в зале музея в здании Национальной библиотеки. Первый показ кино произошел там. Потом, что через несколько лет Приютов начал показывать фильмы, он вообще был сам фотографом, и у него была как фотостудия по улице Большой. Сейчас это проспект Ленина. На месте Ростелекома было здание, это возле кинотеатра Центрального получается. И вот там вот Приютов начал показывать фильмы. У него был хороший зал, 200 мест. Было собственное электроосвещение, и это было как... Он полностью электрифицирован был, то есть у него свое было электричество. В основном показывал мировую классику и по произведениям классической литературы фильмы. И Приютов был он более успешный, чем Никулин. У Никулина был просто киноаппарат, и можно считать, что Никулин стал вот как первым киномехаником. Большой популярностью пользовался, и помимо того, что он показывал кино, Приютов там всегда играл оркестр, показывали несколько сеансов, фильмы были короткие. В 1916 году Приютов показал фильм «Последние дни Помпеи», это такая итальянская черно-белая, и он впервые сопровождался на якутском языке, этот фильм. То есть получается, что в 1916 году впервые вот как бы перевели, да, наверное, или как сопровождали на якутском языке. Показывалось только немое кино, и в 1932 году появилось звуковое кино у нас в Якутии. Стали открываться летние кинотеатры. В конце 30-х годов первый летний кинотеатр под открытым небом был вот в районе Сергеляха. В 1935 году, получается, первое участие якутских актеров в художественных фильмах. Это были уроженцы Алекминского улуса, Никон Табунасов и Николай Харитонов. Вот. И впервые мы услышали, в кино прозвучала песня на якутском языке. В принципе, вы все это можете найти, увидеть. Это фильм «Аэроград», фильм Довженко, где сыграл Никон Табунасов, молодой актер, тогда еще студент. Спел песню «Кентик Мунтук
Сыттардах. Я не знаю, правильно ли. Николай кивает. Вот. В 1942 году был построен кинотеатр «Центральный». Он на этом же месте. То есть, получается, вот уже сколько лет? 80, да? В общем, якутские артисты продолжали сниматься в советских фильмах. И в 1959 году на базе Восточно-Сибирской студии начинают процесс дублирования советских фильмов на якутский язык. Первыми фильмами были, это была такая экспериментальная история, первыми фильмами были фильмы «Зося», «Доктор Вера». Честно, я эти фильмы не видела, поэтому ничего сказать не могу. Как началась кинофикация, начали появляться киномеханики с камеры, с кинопроекторами, которые ездили по улусам, и появились и кинотеатры. В общем, все начало двигаться в сторону прогресса. Я впервые киномеханику увидела. Я каждое лето же проводила у бабушки этёха. Помимо вот маягам у нас был этёх и хассайная ногдюпет. Вот, и там приехала в один год, приехала ферма на лето. И вот там я впервые увидела киномеханика. Оно хотонго просто не растянули, это где-то 80-е годы были. Он убеги баре, там несколько домов было, но Аласка. Он убеги баре, оло постору там баран, он на тибипит, он на ханнекаре советский кинорекорд бипит. Очень было интересно такой тоже этот. 80-е, получается, уже по Якутии было 740 киноустановок и работало 28 кинотеатров. И вот в этот период появляется первый якутский кинорежиссер. Мы многие тоже все его знаем. Алексей Семенович Романов, который окончил в ГИК, учился у Герасимова, у мэтра советского кинематографа. Первый фильм на якутском языке – это его дипломная работа, короткометражный фильм «Маппа». Появилось много энтузиастов. Романов, Парфенов, Сантаев, Никандр Савинов тогда еще был, Жараев. Наверное, время это во всех вообще, ну, кинематограф во всех других регионах, он пришел в упадок, да и там в Москве, в Ленинграде в то время, да. А вот в Якутии создали творческое объединение «Северфильм» в 90-м году. Было приобретено специальное оборудование, были организованы бутафорские мастерские. 90-е годы – это такой расцвет, как возрождение Бар-горы, можно сказать, да, в целом для всей республики, в том числе благодаря Михаилу Ефимовичу Николаеву, да, который уделял особое внимание вообще всем направлениям, да, и образованию, спорту, медицине. И вот у нас такой расцвет, и начали возрождаться и национальные праздники, СЭХ, Олонхо всячески популяризироваться. В 1992 году на базе вот этого Северфильма был организован Сахафильм. Первым директором был Василий Яковлевич Парфенов. Он сам многие годы проработал на казахской киностудии, у него свыше 100 картин. Я была знакома, рада, что я была знакома с этим человеком. Очень интеллигентный, очень добрый профессионал. Он преподавал в Арктическом институте предмет история мирового кинематографа. Василий Яковлевич такой прекрасный. В то же время, получается, отправляют обучаться студентов в центральные вузы, во ВГИК, в кино и телевидение. Тех лет 90-х это Геннадий Багананов, Алексей Романов, Семен Ермолаев, Торжаков, Лей Иванов, Эдуард Новиков, Степан Сивцев-Доллу, Вячеслав Семенов, Анатолий Васильев. И очень были фильмы, я думаю, что видели, это ну, вот такие жанровые картины, в том числе этнографические фильмы были, как фильмы Алексея Романова «Ортодойду», «Ранхай Сахалар». Потом Никита Ржаков снимал, у Геннадия Багананова «Төлөрү», «Этёх», «Бигерем». Вот. Никита Ржаков, ну, я называю самые такие известные фильмы тех лет, там, «Дюках», еще «Харамаска», «Сайылык» Анатолия Васильева. В общем, у Семена Ермолаева тоже были фильмы. «Сядь Тахсир», тоже с такой самый известный, наверное, ужастик, да. Хотя первый ужастик, мне кажется, это «Маппа», там тоже такие мотивы есть мистические. Вот. Но «Сядь Тахсир» это вообще... Кто смотрел в детстве, наверное, вообще страх и ужас. Все это помнят, ощущения. И когда там что-то там вылетает. Вот. Первые Да, спецэффекты. Вот. И получается, что в нулевых начали появляться независимые режиссеры. И вот первое независимое кино – это «Моя любовь»
Ментопталым, да, по-моему, называлась. Или я даже не знаю, как по-якутски было название. Не помню, точнее, забыла. Сергея Потапова. Это такой фильм, который снятый чуть ли не на собственные средства, да, с привлечением инвесторов, да. И получается, что это можно сказать, что начало такое независимого кино. Вот. В 2009 году вышел фильм «Тайна Чингисхана» Андрея Борисова, и многие его критикуют, многие ругают, да, и многим он не нравится, этот фильм, но просто я хочу сказать, что без этого фильма один важный факт, что на этом проекте «Тайна Чингисхана» работали многие кинематографисты, которые сейчас и впоследствии начали создавать свое кино. То есть это была такая школа. Поэтому вклад вот этого фильма, не будем обращать внимание на кому-то нравится, кому-то нет, но вклад в то, что это стало такой школой, да, и я в том числе, я была хлопушкой, помощником режиссера, там работали, были и Алексей Амбросьев младший, и Владимир Мункуев там был, и ну, операторы наши, там Иннокентий Амосов, Юра Бережнев, молодые там и Дмитрий Шадрин там был, и Эркен там был, Алексей Егоров. Ну, там, в общем, были многие вообще, все, кто практически вот в нулевых, самые такие наши, скажем так, ну, да, ну, самые известные. Вот, и получается, что, ну, 13-й кинофестиваль, который тоже внес такой вклад, я считаю, что в развитие якутского кинематографа, потому что это был такой и обмен опытом, и посмотреть другой кинематограф, и посмотреть на себя со стороны, и такой нетворк, да, потому что приезжали, и после этого, после знакомств на кинофестивалях, многие проекты реализовывались. Вот, и поэтому я тоже считаю, что большая польза от Якутского международного кинофестиваля. И вот вообще очень много говорят кинобум. Кинобум вот это вот продолжается уже, начиная с 2011 года, да, когда вот мы провели кино Арктики. Приехал Антон Долин, он тогда впервые побывал в Якутии. И написал статью, которая просто произошел, все начали приезжать, приехали все, телевизионщики, те, кто пишет, и вот с этого момента, начали говорить кинобум, кинобум, якутский кинобум, но мне кажется, это, ну, как бы уже давно, и даже когда вот сейчас я слышу, да, кинобум, ну, ребята, ну, сколько можно-то кинобум, ну, то есть нужно уже понять, что, ну, как бы это устоявшееся, что в Якутии есть кинематограф, и сейчас ни один кинофестиваль в России не обходится без участия якутского кино. Ну, то есть это уже такое даже, уже даже если ты не взял якутский фильм, то уже что-то даже, мне кажется, фестиваль не тот, не такой. Вот. Получается, что, ну, такие первые, в 2016 году фильм Дмитрия Давыдова участвует на Пусанском кинофестивале «Костер на ветру». Также в этом же году, получается, вот премьера и прокат первого независимого фильма по стране, это «Мой убийца». Было 89 копий, и фильм показали. Я очень люблю это кино, и считаю, что это такой один из лучших, наверное, детективов, может быть, и историй, да, и там снялась Галина Тихонова, да, наша покойная, очень талантливая актриса. Вот. Получается, что потом в 17 году 3 якутских фильма участвовала в программе Native Берлинского кинофестиваля. Это «Бог Джогегей» Сергея Потапова, «Ороку Юрду Турара» Прокопия Наговицына и «24 снега» Михаила Барынина. Продюсером был Егор Макаров. Вот. И 18 год «Мой убийца», ну, то есть впервые якутский фильм появляется на международной платформе, и даже сейчас, если вы зайдете на Amazon,
вы найдете фильм «Мой убийца». «My Murderer» он называется, Костаса Марсана, продюсер Марианы Сегин. Вот. В 2018 году фильм Эдуарда Нойкова «Царь птицы» получает гран-при Московского международного кинофестиваля. Это тоже был такой фурор, прямо, ну, я присутствовала при этом, и я помню вот это ощущение. А я Эдуарда с ним познакомилась в 2006 году, да, еще когда работали вместе на вот как раз-таки Чингисхане. И просто получается, за 9 лет, да, там, просто Эдуард и тогда снимал кино, да, у него очень такой, у него есть фильм, который он, ну как это, дипломная работа, который тоже участвовал в кинофестивалях, «Тангара» называется, короткометражка. Оператором был Кеша Амосов, вот, и там снимался наш актер Михаил Скрябин. Это такая история, очень философская, очень, ну, притча. Наверное, и вот у Эдуарда, кстати, вот кино, оно все вот имеет такую притчивость, да, как эти Тайонкл, да, «Царь птица», это же тоже притча, по сути. Вот. В 2020 году «Пугало», фильм Димы Давыдова с Валентиной Романовой Ческырой получает гран-при Кинотавра, и Валентина получает тоже главный приз за лучшую женскую роль. Это тоже такая веха, потому что до этого вообще якутское кино не участвовало в Кинотавре. Кинотавр был очень престижным, главным фестивалем, вообще таким модным в стране, да, и вот впервые, получается, участвовала якутская картина, и поучаствовала, и получила гран-при. Вот. В 2021 году участвовал, Нютча получил гран-при в Карловых Варах. И в этом же году, получается, за лучшую режиссуру Владимир Мункуев получил приз Кинотавра. А, Помимо этого, многие якутские фильмы были и на других кинофестивалях, получали призы, и фильмы Степана Бурнашова, Дмитрия Давыдова, на Варшавском международном кинофестивале. Очень часто якутские картины участвовали в Канаде на Imaginative, брали призы. И там в Лос-Анджелесе Asian World Film Festival, и в Австралии участвовали. В общем, якутское кино было во многих странах, и зрители, наверное, те, кто работает в кино, да, они, ну, многие знают о якутском кинематографе, о таком очень самобытном, да, где очень часто тема человека, природы, традиций, да, и поэтому вот так вот. Ну и 24-й, 25-й тоже, в принципе, самый кассовый. Ну, знаете эту тоже информацию, да, что самый кассовый фильм вот стал фильм Марианны Сегин. Это ее дебют режиссерский, фильм «Карина». Вот. Это то, что касается, ну, я не знаю, такой, ну, экскурс, быстро-быстро-быстро все, в общем, рассказала. Дальше, где можно ханны көрөк көсөбү сахалы кинелери, саха кинелерин. А, новинки, которые вот самые последние, практически нет. Ну, то есть очень мало, да, мало где. А, Ну, с чем это связано, да, вот, ну, многие там пишут, типа, а почему Сахалартойник, типа, нам могли бы своим же, типа, показать, дать там ссылку, там, я не знаю, открыть доступ, там, и так далее, пишут. Ну, часто вот, почему не показывает, почему там ждут это. Ну, это вообще в целом такая практика общемировая, да, это такие процессы, потому что в кино работает очень много человек. Съемочная команда минимум там 45 человек, да, это минимум просто. А максимум там доходит, бывает, да, вообще там 100-150 человек может участвовать в этом, в кинопроцессе и создавать это кино, да, продюсеры, режиссеры,
у нас зачастую, да, режиссеры, они же продюсеры, то есть они зачастую жертвуют там, там кто-то там квартиры продает, машины продает, ну, то есть они вкладывают все вообще в это кино, да, и понятно, что необходимо как-то это окупить, ну, как-то то, что ты сделал, трудился несколько лет, да, потому что кино, оно не делается там за 3 месяца. То есть это такой длительный процесс, это подготовительный период. Продакшн, постпродакшн, то есть продакшн это само производство, постпродакшн это уже когда после, там работа со звуком, с компьютерной графикой, цветокоррекция там и так далее, да, монтаж. И поэтому это такой длительный процесс. Кино обычно, ну, занимает там это годы, просто чтобы снять свой фильм, да, чтобы его выпустить куда-то, это нужно просто несколько лет убить на это. И поэтому, естественно, что и я прошу, ну, как понимать вообще всех кинематографистов и в целом, ну, смотреть якутское кино, поддерживать якутское кино, да, и ну и понимать, что невозможно так, что вот снял фильм и куда-нибудь там его разместил просто там, не знаю, кинул ссылку. Вот. А, И поэтому вот первый такой, да, это первая киноплатформа якутская, это Сахамуви.ру. Возможно, вы все знаете тоже. И там есть фильмы, как вот я даже туда зашла, все посмотрела. В общем, на этом сайте больше 300 фильмов. Есть фильмы, которые можно посмотреть бесплатно, есть за подписку, там сумма вообще смешная, там что-то там 200 рублей стоит, что ли, и можно там арендовать на один день, то есть условия там разные. И вот самые ранние фильмы — это короткометражки с Аркадием Новиковым 90-х годов, да, и все эти комедии помнят, да, и такие про деревенского жителя, который там всегда попадает в какие-то интересные ситуации, там, вот, и самый ранний вот фильм, который там размещен, это «Бееджоно» Анатолия Васильева 95-го года, и Анатолия Николая Васильева. Вот. И из независимого кино такого это вот «Кескиль», наверное, 2006 год. Ну, из последних, вот самый последний фильм, который из современных там есть, это «Ичи» Коста Самарсана 21 года. Ну, я думаю, что ну, обновляться он будет, потому что, ну, я просто недавно слышала такую новость, что, в общем, что Нюргун Иванов, основатель этого сайта, он, ну, планирует, да, что обновлять все это, и все это будет. Вот, и там можете посмотреть многие фильмы, там нужно зарегистрироваться, то есть, ну, обычная стандартная система, в общем. Вот, что касается платформ, Кион, Иви, Кинопоиск, везде представлены якутские фильмы, то есть они все есть. Ну, из последних таких, да, это там Степана Бурнашова, Дмитрия Давыдова, Эрсона Охохотор, вот его фильмы тоже вы видите, и «Схватка», «Как починить велосипед», молодой режиссер Никандр. Ну, вот также есть на ОККО, Кинопоиск, Кереникербют Любы Борисовой, Проклятый хомус Хики Петра. Кинопоиск просто я не смогла как-то скопировать, мне не получилось, поэтому вот как бы здесь. Тимирь, вот фильм, который тоже получал всевозможные призы на кинофестивалях. Все, в принципе, фильмы, они все имеют как фестивальный успех. Фестивальный успех, то есть многие фильмы. Вот. Что касается YouTube, у Дмитрия Давыдова, у него есть свой канал, где он выкладывает свои фильмы. Вот из последнего, и можно совершенно бесплатно посмотреть его кино. То есть последний вот фильм, получается, 22 года «Песни лета». Короткометражка есть, Эдерсас и так далее. Вот Дима, он делится. Ну, после проката, после того, как фильм появляется на платформах, он, в принципе, уже, ну, как бы смысла, наверное, нет. Вот, держать, я имею в виду, фильм как-то это, поэтому он делится фильмами.
Вот. Еще бы я хотела отметить то, что мне очень нравится, это вот Күнөголоро, ден сайт-бар, канал-бар, ютубка. Диана Худаева, Сардана Барабанова. Это две девушки, очень заметные документалистки в якутском кино. Вот они, получается, основали студию Киноголоро. Они показывают повседневную жизнь, культуру, историю коренных народов, быт, проблемы, реалии, с которыми сталкиваются жители районов, да, сел. И очень классное кино. Вот «Хранители тундры» фильм, он есть у них на канале. Этот фильм мы показывали во Франции, в Париже. И э, вот, я думаю, что больше всего зрителей было именно на этом фильме, на этой документальной картине. Очень много вопросов было, очень долго задавали вопросы обо всем вообще, о том, как живут, о традициях, о укладе. А, Даже вопрос один прозвучал, что а, про поголовье оленей, как вообще, почему их стало меньше и так далее, с чем это связано. Ну и Диана говорила про глобальное потепление, да, проблемами, что там олени уходят далеко в тундру в поисках пропитания, да, что как бы им нужно все время. Ну, в общем, и вот у них на канале, у этих девушек, очень много документальных, интересных. Вот «Селись» фильм они снимали в разных районах, и чем уникален этот фильм документальный, он сделан в Олонхо. То есть там вот прямо стихотворное повествование этого фильма. Каждый специально написано. Девушку, актрису театра Олонхо, вы знаете, Анастасия Алексеева, Биллер-Кыс. Вот, и она-то вот, получается, написала вот это Олонхо, и каждый вот этот сюжет, каждого улуса, вот он в Олонхо. Очень крутое кино. Всем рекомендую. Селестен. Вот, очень интересное. Это вот то, что касается YouTube. А, Анимация тугунан, оюлуктар тугунан, ну, самые наши уже ставшие такими, да, это Тундра Animation, которые делают прекрасные мультики, просто прекрасно прорисованные, 3D, и все это на сюжетах Сахалы Саңараллар, на сюжетах какие-то там наши культурные коды, да, эти Мунха, Танхатах Салик мультик, да, я вот жду все, когда он появится. Тымныогога, да, где рассказывается вообще о Якутии, о традициях, о том, как живут, и все это и для детей, и для взрослых. И даже чем классно смотреть мультики, что даже можно не знать язык, да, но ты смотришь и, в принципе, все понимаешь, да. Вот, и прекрасно прорисовано в таком, как пиксаровские какие-то мультики, да, вообще, ну, очень крутая студия, очень крутые ребята, и прямо такая гордость, да, что эти мультфильмы, и они призеры всевозможных кинофестивалей тоже. В общем, ждем каких-то новых мультиков, новых творений, и вообще, ребята молодцы, Тундра Animation. Вот, также я не была, вот когда я готовила презентации, да, и рассказе, да, о том, где смотреть якутское кино, я зашла, я слышала про этот канал Току, да, но я зашла, и я приятно удивлена была, потому что там, помимо того, что там мультики, то есть оригинальные, которые создали сами это НВК Сахажи, да, там вот для совсем малышей есть мультики. Потом есть вот Айталона Аптахкюс, да, такой прямо как какие-то комиксы уже в таком жанре американской поп-культуры, да, или японских каких-то, да, мультфильмов, да, не японской анимации, да, уже для старшего возраста. И помимо этого, да, то есть там переведены известные там российские мультфильмы, да, там типа «Смешарики», еще там «Три кота», там и зарубежные. Все переведено на якутский язык. Для меня, конечно, я была, ну, очень рада, да, что это все развивается, движется.
И кроме этого, там есть какие-то обучающие, да, сахалы аннюлар баллар, прямо видеоуроки там. Потом там буквалары хайдах, эти саңараргын хайдах, как это все рассказывать, как произносить буквы для совсем малышей, да, алфавиты, все в игровой форме. Потом даже эвенкийская, да, есть там эвенкийские мультфильмы на эвенкийском языке, тоже обучающие. В общем, прекрасный канал, Бартабар Буканалга. Вот. И все, кажется, да. Ну, еще хотела сказать про есть еще одна платформа Мост, которая вот начинает набирать обороты. У них есть, получается, приложение, через которое, ну, мне, честно говоря, ну, сложно было как-то в навигации. Я в итоге так и не нашла, я скачала это приложение, но я не нашла, как заходить, где найти эти фильмы, которые как кинотеатр, получается, на сайте. Вот, ну, понятно, что там нужно, может быть, мне нужно было зарегистрироваться, и тогда бы у меня как-то там окошко какое-то всплыло, я не знаю. Но, ну, тоже рекомендую, в принципе, вот. И смотрите якутское кино, ходите в кино, поддерживайте якутский кинематограф. Нас не так много, и, в общем, спасибо большое. Тәңәрәтчеләр әлбәттер. Олындыгар. Тәңәрәтчеләр Спасибо большое әлбәттер. зрителям, потому что одним из факторов развития якутского кино это зритель. То, что Оннук. зрители захотели смотреть кино на родном языке и начали ходить и поддерживать якутское кино. Оннук Спасибо ото бу вам большое. Ну, я позволю себе, да, от всех кинематографистов поблагодарить зрителей, которые смотрят якутское кино. Вот. Оннук. Ото кине уонна биһи тылбыт биир өрүттээхтэр олоһун булланын тэҥҥэ үлэлэһэн бэйэбэбитиэр бу маннык өйгүрбүт булланы хаянда бар булуктаах буллаади. Өсү биирдэ мактал Ирина бу бириэме булаңҥын эрдэ тураңҥын бу хатын ачыбыт Ынырыгерде турдум кэпсиэбитэ. демен. Онон Алтачаска Туран вообще никогда в жизни у меня такого зума не было. Оннук эсэ биир экспириенс биһидин өйдөөн хааллаган дидиби курдук эсэ бадык эйигин өнөрүөхпүт кэпсэтиэхпит бүгүн кыдьык олус элбэх информация буола уонна мин хаастын холоор бу истээчи быһытнанан историяны таарыянган барытын бу кэпсээбиккер дигинен бу бар хуо сүүсэрэ сылыһигер маннык сайды бар боллага жол киине көрдөрүөхтөрүттен кинотеатр бар болуоттан онната режиссердер бу ne egetiyeri үлелип дьоннор хайдыннар отубутин андай дүрдүнен биһи сахаллы кинебитин сахалы саҥабытын көрдөрө ыһыдьааҕыт оннук уоната бу бириэмэбит уже уһаатыбыт кэҥээтибит ол да буоллар кимэбит ыйтыылаах буллаанан баһаалыста ыйдан кээһиҥ олох бу түгэннимиччи тутума Kimde тох ipapalana min дэрэ комментарий. дэ Bu itinde bi baren emi ahtana bitim kurduk. Serialler denler bağlar. Hakalı emi ördağını Кырдьык. köstü. Bu mani NVK semsetinden kirengi körük. Tün söp bosqo. Оно Gen эти НВК туохтаргар сайттаргар ту ханнык приложение тегер. приложение тыгар эрэбэр. Ага. Приложение киран. Bunu приложение программы денге кирен баранган. Онно таланылан. Каннык сериалы көрүк багаран. Ага, онна кинлер НВК сахайме каналлахтар ди ютубка. Оно, Онно ме бар ага, но булуктар. только оно сериаллар сохтаре. Саңа сериал уок булуктар бар ергелер баллара булу. уруккулар эми хоохтар быһылаат эми хастада киирен көрдөн көрбүтүмдү булбатаҕа Ол семселерге кирен көрүңө. көрүөхпүт Сөп Телефон мактал. Николай. поделиться улаханы кыраңында кайякытын сөп буллады. Ага, муттахарыкка сөп буллаади. Оны Күндүс тәт. Ага. Опсайнан начу теряхен буйги оңорбук кутугар. Мен всех спикеров я послушала. Очень интересно. Буманнык хочется, чтобы это продолжалось. Вообще. Тарсын халгыбыт эсэ. Ами нигзерде да. Ирина мактанем это бу энциклопедический быытынан наха чуйдик баратын саасаһанан кэпсээбитигер кини историятын өсөманнык истелегетим. Википедияга онна хаңа тахсыбыт энциклопедияга ахалы ме тахсар урубики диэн бар. Ол онна ме хору юкпут диэн бу лекцияга ологуран.
Мгм. Бу хака Ал, кинетин историясын тоһуна. махпал. Эреннери